Вы отключите доктор, господа доктор, свой микрофон, пожалуйста. Спасибо. Анна Кириенко, экологическое движение БИО. Спасибо большое, Сергей Кадалич, и за предоставленную возможность, за слушания, которые организованы. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это действительно очень большой труд, который был проделан, и мы видим по результатам, как много было сделано, и заключения различные и так далее. Тоже хотелось бы поблагодарить Государственное агентство по охране окружающей среды, которое тоже много сделало для этого проекта закона. Ну, вот мы сейчас говорим по поводу Красной книги. Дело в том, что у нас сама формулировка, что такое Красная книга, да, она существует и в законе о животном мире, и в законе об охране окружающей среды и так далее. И вот нужно сказать, что то, что Красная книга, само понятие, находится у нас в нормативно-правовой базе, это то, чем отличаются страны бывшего СССР от других стран мира. Да? То есть дело в том, что Красная книга, как понятие, имплементирована в нормативно-правовую базу. И поэтому то, что вы в этом нормативно-правовом акте, да, в проекте закона включаете такую императивную норму, как запрет охоты на краснокнижных животных, это важно и мы это поддерживаем. Это первый момент. Но единственное, хотелось бы сказать вот еще что когда мы смотрим дальнейшие статьи, вот в частности статью 13 данного проекта закона, нас настораживает факт того, что вот здесь устанавливаются минимальные размеры площадей целостных участков охотничьих угодий. Да? И вот в этой статье в пункте Б прописаны минимальные вот эти вот размеры площадей охотничьих угодий для морала и джейрана, которые входят в Красную книгу. И не является ли такое положение дел некоторым противоречием внутри данного нормативно-правового акта? Это первый момент. И второй момент, вот то, что касается внесения поправок в другие нормативно-правовые акты, в частности, в закон о животном мире и в закон об охране окружающей среды, здесь тоже есть такой момент, связан с формулировкой и определением, что такое Красная книга. И вот в данном случае здесь вводится такое понятие, как устойчивое использование. Но если мы говорим про то, что мы исключаем из использования, из охоты, в частности, да, краснокнижные виды, то тут тоже возникает вот этот вопрос. И еще статья 32 также закона о животном мире, внесение изменений, которые вы инициируете, она говорит о том, что объекты животного мира, кроме внесенных в Красную книгу, могут находиться являться частной собственностью, собственностью физических и юридических лиц. Но мы исключаем этот пункт из этой главы, из статьи 32 проекта о животном мире, и тем самым говорим, подразумеваем, что это может быть, когда объекты, входящие в Красную книгу, могут быть объектами собственности физических и юридических лиц. То же самое касается и формулировки Красной книги в законе об охране окружающей среды. Это вопрос устойчивого использования объектов Красной книги. Убирается в термин «международная Красная книга», да, хотя так или иначе она существует. Еще статья 33 существующего проекта закона, она регулирует общественный охотничий контроль. И вот здесь возникает вопрос о доступе в охотничьи хозяйства для общественных, для людей, которые осуществляют общественный контроль. Да? Потому что нет нормы, которая бы регулировала возможность доступа общественности в охотничьи хозяйства. Кроме того, вопросы мониторинга, вот то, что мы говорим про распределение средств, я хотела указать только обратить внимание на ту вещь, которая это вопросы мониторинга государственного. Нам необходим государственный мониторинг. И в этом смысле мы должны направлять средства от использования животного мира точно так же на государственный мониторинг. Приведу просто один пример. У нас в национальном отчете по охране окружающей среды, да, национальном докладе, Тимшанский горный баран, вот численность в 2011 году 2391, да, при этом вот по обследованию специализированному это больше 15 тысяч. То есть смотрите, какая большая разница. И у нас вот эта вот разница в учете различных видов животных, она большая. Нам необходимо более четкий, более хороший мониторинг именно государственный. Это очень важно. Конечно, с участием общественности более четко. И еще я хочу сказать, что радостно, конечно, что сегодня на общественных слушаниях представлено такое большое количество охот пользователей, да, но я вот
например, как гражданин Кыргызстана не отношусь именно к этой категории, да, и тем самым не получаю прибыли непосредственно от использования охотничьих ресурсов. Но при этом, каким образом, если мы отрегулируем этот проект закона исключительно в целях охотпользования, каким образом я как гражданин, вот, не являющийся непосредственно охотпользователем, буду иметь право точно так же на использование природных ресурсов как для меня, так и для будущих поколений. Поэтому мы должны смотреть еще и с этой точки зрения. Спасибо большое. Спасибо, Анна. У меня вопрос к вам. Вы привели цифры, да, там подсчета. А кто это проводил? Вот это разницу, там два подсчета, да? В прошлый раз на общественных слушаниях вы раздавали вот это вот Это да. проект.